Narzi, uyandim. Qayerga ketyapsiz? Biz ketamiz. O'zingni bilmaysan. Assalomu alaykum, men Narzi, bu mening bobom. Bugun biz Ko'ktash yerini. Ko'ktash. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun kuzning xo'sh kunlaridan biri ve biz an'anaviy shaklda kezintiga chiqdik. Qrim toponimikasi Telegram kanalining ishtirokchilarining beraber bugun bir xaç meroqli yerlarni ziyorat eteceğimiz. Arzi. Dilaver. Амет, Султания, Мавиле, Лиля, Elçin. Зарема, Наталья, Риза. Зенев. И я Энвер, а вот Рустам Ага. Подъезжайте. Рустам Ага всех знает, наверное, да? Selam aleyküm. Да. Tekmemi bekliyorsun. Ya. Первый раз, да? Все первый раз? Да. После войны, когда все эти села переименовывали, была такая практика, ну часто была такая практика, просто калькировать и переводить. Ну, сейчас вы въехали в село Синекаменка, да, это буквальный перевод от крымско-татарского Кокташ. Так, наше село Кокташ довольно древнее, впервые в документальных источниках оно встречается еще в 17 веке в османских реестрах. Там помечают, что некий житель из села Гокташ имеет владение в селе Ворун. По камеральному описанию 1784 года входил в Ширинский кадылык Кефинского каймаканства. За моей спиной находится мечеть, которую тоже относят к периоду Крымского ханства. Это 17-18 век. Мечеть в советские времена, в 30-е годы, была закрыта и использовалась как склад. Классика. К сожалению, лучшей фотографии я не нашел. Вот такие вот фотографии того, как она выглядела в 2000-е годы. Крыша обваленная, завалена мусором все. Ну, да, можете сравнить, да, то, что сейчас. Это называют реставрацией, но это не реставрация, это ремонт. Они сохранили оригинальный михраб. Покажу фотографию. Но мы увидим сейчас своими глазами оригинал. Это такой очень необычный михраб, который мало где в Крыму встречается. Предлагаю вам пройти и посмотреть своими глазами. Я очень сильно, она была открыта, очень сильно надеюсь, что она открыта. Тамир Хазель Месджид, Араби, Фи Сене, вот здесь вот, то есть дата, Сене и арабские цифры. 1312 год хиджра, а вот дальше мы видим написано григорианское летоисчисление 1895. Сам факт того, что вот мечеть, будучи вот в таком состоянии, каким-то образом вот это вот сохранилось, лично меня очень сильно впечатляет. Да, понятно, что все остальное это уже новодел. Но тем не менее, да, сейчас мы по периметру пройдем, строители сохранили вот эту кладку, где она, видимо, была более-менее устойчивая, и сохранили ее и оставили. Минарет вот с этой стороны был, это северная сторона. Тут вот дверь они так оставили, я не совсем понимаю, зачем именно так они сделали. Но он был утрачен, естественно, и на этом же месте они построили новый минарет. Ну, он снаружи, да, его надо смотреть. Так как могут. Но вот, если опять же сравнивать михраб, который мы в Узбек-Ханджаме видели, да, например, и как они там поступили, как здесь поступили. То есть лучше, конечно же, как здесь. Да. Сколько еще вот небо сказали? Небо.
Вот, а почему синий? Да вот он вроде бы не синий же. На Но мели. вообще при определенном ракурсе, в определенное время года он действительно такой синеватый цвет приобретает. Да. Но вот вторая версия небесный камень. Почему бы нет, да? Вот он, если так смотришь, он доминантой вот так вот торчит, ну так вот, как бы. Поэтому почему бы не небесный камень, да, а не синий? Bunda balık var mı? Bunda Hı. vardır ama bana göre zavallı. Görüyorsunuz ya. Kurudu. Он получше был, конечно. Güzel hava bugün. Tabiat sanki bizni çağıra. Geliniz evlatlarım kavuşayık deb. Греческое село. Чермалык. В Донецкой области сейчас есть такое село Чермалык. Сейчас ничего нет, да? Их оттуда сюда, отсюда туда их выселили, да. Вот и до сих пор там как бы сохраняет свое историческое название. А вот те дома, которые дальше, это другое село. Это сейчас оно называется Поворотное, а оригинально называется Айлянма. А, она у. Она анда соллар, да, значит? Соллар у Яна, да. Вон видно, вон торчит. Ага. Соллар. Красная слободка, что такое. Так, сейчас мы точнее посмотрим. Ага. Demek anandan men baraydım ana o derede. Черемисовские водопады. Yo, men Черемисовка Коперликой. Черемисовка Көпірлікой. А мына bu Айланма көйінден ana o derege kirесің. А, бунда Черемисовский водопад. Анда Черемисовские водопады. Точно. Анда да яхшы бір маршрут. Уле холай. Ondan неге мүмкін кетмеген? Арпатқа шығасың да. Ну, düşmesең уле денізге бақып қайтмақ мүмкін. Такой маршрут. Bu Балабан көйлердегі де. Küçük koylar. Игры Моттос Хоранта. Вновь приобретенные территорию решила осмотреть. Знаете, наверное, да? Она сюда с путешествием отправлялась. У нее очень длинное путешествие было. Она из Санкт-Петербурга сюда в Крым приезжала. И вот она, когда Крым объезжала, маршрут ее проходил через Карасу-Базар. А Потемкин ее, который сопровождающий, хотел ее впечатлить и дал указание на эту. Она вот эта гора, очень ее хорошо видно с дороги. Вот когда вот едешь по этой нашей старой трассе, вот ее очень хорошо видно. И от него поступило указание
затащить туда бочки со смолой, и в определенный момент, когда императрица должна была проезжать, эти бочки должны были зажечь. Таким образом, ночью оно имитировался извержение вулкана. Вот. Отсюда и второе название у него — Катран-Якан. Якан Төпе. Тыпырдатып йөгрек бәхеткә, тыпырдатып карамыйча бер кемгә, тыпырдатып йөгрек бәхеткә, тыпырдатып карамыйча бер кемгә. Хәзергә вакытта кирәк тизрәк зур эш эшләргә, алайса вакытым бетә, тәңнәр картаеп бетә. Хәзергә вакытта кирәк тизрәк зур эш эшләргә, алайса вакытым бетә. Тыпырдатып йөгрек бәхеткә, тыпырдатып карамыйча бер кемгә, тыпырдатып йөгрек бәхеткә, тыпырдатып карамыйча бер кемгә. Шуңа күрә син бер кемгә карамыйча туктыра юлың белән йөгерсәң, үз үзеңне бетереп онытып кеше аркылы бәхетеңә сикерсәң. Бәхетме соң ул, әйт син бер үзең калдың, әйт син бәхетме соң ул, әйт син бер үзең калдың. Что интересно, такой, скажем так, объект в Восточном Крыму вообще чуть ли не единственный, потому что вот такого характера церквей здесь в восточной части Крыма нету. Но еще что более интересно, изучен он очень плохо, несмотря на свою уникальность. То, что мы сейчас с вами видим, это глыба, естественная скала, которая когда-то в результате землетрясений или каких-то процессов скатилась от Борхай. И вот в полости этой скалы искусственно выдолблена церковь. Да. Упоминается этот объект с 19 века, но планомерные исследования, какие-то археологические исследования, начали проводить только в 2000-е годы. Поэтому еще продолжается исследование этого объекта, точных дат и данных о времени возникновения этой церкви тоже нету. Есть приблизительные даты, это 13-15 век. В общих чертах исследователи сходятся во мнении, что эта церковь была частью комплекса, скорее всего, какого-то монастырского комплекса. Какая принадлежность, тоже нельзя точно сказать, но в 90-е годы там был обнаружен хачкар. Хачкар — это элемент армянских культовых сооружений. Вот. Ну, это дает основание думать, что это армянская церковь. Но это тоже как бы ничем особо не подтверждается. Что, нормально? Нормально, мокро. Пещера Валар называется Ахчора Хобаса. По названию деревни, которая вот дальше по дороге. Она сейчас называется Долинная, историческое название Ахчора. Ахчора означает белый невольник. По последним данным, имеет особый генезис, особое происхождение. Это карстовая форма рельефа, но карст необычный, а называется гипогенный карст. Последние вот десятилетия разработки раньше считали, что это процесс выветривания, да, наружного. Такой классический карст, он назывался эпигенный. А сейчас пришли к выводу, что генезис этих пещер, вот таких пещер, совсем другой. Оказывается, вот эти толщи известняков, когда находились под землей, на них воздействовали напорные артезианские воды. И, то есть, вот эта полость, она образовалась под напором. То есть, вода вытачивала под землей. Ну, со временем это либо откололось, либо поднялось на поверхность, и образовалась вот такая вот форма рельефа. Oturma konser yapalım mı?
Hayatını getirmek gerek. Со всеми инструментами. Produced by Royal Beats. Тек біз сізге бөле ерлерін көстерeceğimiz. Мен bir Rüstem ağa. Acayip. Acayip manzara. Yıldızlar bizge sulansın, sevgiler daim yaşasın. Yaşasın. Denizdir, deryalardır benim coşkun hayallarım. Dalgalanıp kopursun gönlümde arzularım. Denizdir, deryalardır benim coşkun hayallarım. Dalgalanıp kopursun arzularım. Benim coşkun hayallarım. Gönlümde arzularım. Benim coşkun hayallarım. Arzularım. Denizdir, deryalardır benim coşkun hayallarım. Dalgalanıp kopursun gönlümde arzularım. Denizdir, deryalardır benim coşkun hayallarım. Dalgalanıp kopursun arzularım. Benim coşkun hayallarım. Gönlümde arzularım. Benim coşkun hayallarım. Arzularım. Другое село называется Ахчора, как я вам уже ранее рассказывал. Чем примечательно это село Ахчора? Ахчора примечательно тем, что в этом селе в 1978 году был похоронен наш великий писатель, классик крымско-татарской литературы Эшреф Шемизаде. Есть вот такая у меня фотография. Это его похорон, 1978 год. Здесь он похоронен, но в 2000-е годы его сын Вильдан решил его перезахоронить, и, получается, тело забрали, увезли в Симферополь на Абдал. Эшреф Шемизаде, если никто не знает, известный писатель, у него есть замечательные произведения, всем рекомендую читать. «Козяж Девара», например. Бомба. И его стихотворение «Кайга», «Горе». Да? Правильно переложили? В эти годы стало очень известным, и люди рассказывали, читали эти стихи, и Сервер Какура на эти стихи написал музыку. Здесь, кстати, еще вот выступает это... Нет, там надо Джипар Акимов. Тоже один из основоположников национального движения крымских татар. İşte bu noktada gezintimiz bite. Bizden olganınız için çok sağ olunuz. Acayip gün, acayip gezinti, acayip adamlar ve gelecek gezintilerde sizden bekleyimiz. Sağlıkla kalınız. Sağlıkla kalınız.